Örtenila belemnenen yörüketi arkıstanan ihak bolari güneyün ıllar bari erde tura sarsırdattan üges kurdu sağalanna ühre doyup sarsırdattan üges kurdu sağalanna ühre doyup ihak ührün tonalıhak Dolgulu cuyarı tühligetten çoranlar dağ sergelerden günü görse eğer deli köteni her kurduklar kınahtara deli bir kılbağına har koluptar kınahtara deli bir kılbağına har koluptar ührün tonalıhak Onu isteni turammayın sanan gelin barıdın anı seri boğbatın serige bağır babbin ülle eyye ıhağa ergeydi durağa ülle eyye ıhağa ergeydi durağa ührün tonalıhak Taptal narını çarağın tarı batına karkağın tonalıhak tülgedin tumnu batın ırı doyup ayyar talane gelgede arçıhlastın aldız kurduk ayyar talane gelgede arçıhlastın aldız kurduk ührün tonalıhak ührün tonalıhak А судя по всему, мы войдем сейчас в здание Академии наук. Что же, это тоже весна. Весна науки. Ведь мы с вами попали не куда-нибудь, а на совещание космофизиков. Они съехались со всех концов Советского Союза, представители одной из самых молодых наук. Они изучают космические лучи, и сейчас их мысли там, во Вселенной. И сказать по совести, я счастлив, что ровесник республики Ариан Кузьмин, ему тоже 40 лет, ведет молчаливую беседу с космосом, расспрашивая, выведывая тайну мирового пространства, как в фантастическом романе. Сейчас взлетят эти шары и унесут в самые верхние слои атмосферы новый прибор. В них, в шарах, водород. Как было бы хорошо, если бы его использовали на Земле только вот для таких мирных целей.
Якутия, тобой отмечен 40-летний юбилей. Шумит знаменами расцвечена весна республики моей. И на Вилюе, и на Лене, и на трибунах площадей живой, как жизнь, встречает Ленин весну республики моей. Кремлевский театр, 8 мая. В этот день продолжался показ лучших спектаклей первого всероссийского смотра народных театров. Лаакут Ньюргусун. Якутская национальная драма. Сердечно приняли москвичи артистов из далекого северного села Итык-Кёль. Таттинскому народному театру Якутии присужден почетный диплом. Евгений Васильевич Хрунов в Якутске. Председатель городского совета Иван Николаевич Алексеев сердечно приветствует дорогого гостя. Космонавт благодарит всех, кто встретил его на аэродроме. Он говорит о своем желании подробно познакомиться с достопримечательностями старинного города на Лени-реке. В тот же день Евгений Васильевич посетил Институт космофизики. В книге почетных посетителей космонавт Хрунов оставил памятную запись. На ковер вызываются борцы наилегчайшего веса. Зиран Карамат, Иран, Роман Дмитриев, Советский Союз. Зиран Карамат не опасен. На ковре все разыгрывается, как в хорошо отрепетированном спектакле. Но впереди еще две схватки. И третья в железных тисках Ибрагима Джавади. Вот он, главный соперник Дмитриева. 2 года в центре внимания болельщиков. Дуэль борца из Якутии с чемпионом мира из Ирана. Для их последней схватки принесли победу иранцу. Первый шаг к финалу сделан.
Вот она, якутская старина. Саха и барана. Немые свидетели истории труда. Такой сахой я тоже пахал. Ее теме даже посвятил один из первых своих рассказов, который назвал «Горе Саха». Но мне хочется сохранить ее и поставить даже на пьедестал. Это рассказывает народный писатель Якутии Сивцев Суорун Омаллон. Юрты. В такой юрте и я родился. А тут еще жернова. Бывало, и я молол. А это что? Обломок шкатулки для шитья. Но в ней, видать, мастер вложил свою любовь, свои мысли. Прав был Лев Николаевич Толстой, когда писал, что орнамент от якутских до греческих доступен всем и вызывает одинаковое чувство любования у всех. Якутия отметила и свое славное 50-летие. На знамени республики символы исторической судьбы якута, как и любого гражданина страны Советов. Ленин, революция, дружба народов. Коллектив строительно-монтажного управления номер 8 ордена Ленина Треста «Нефтепровод-Монтаж» завершает сооружение еще одной ветки газопровода Мастах-Берге. Уложить и сварить последние километры труб в кратчайшие сроки и с отличным качеством. Вот обязательства Ивана Кузьмина, Абигуля Хасанова и их товарищей. Скоро газ мастахского месторождения придет на помощь тем, кто отогревает эту суровую, студеную землю. Жатайский судоремонтный завод – один из крупнейших на Лене. К нему приписаны сотни буксиров и барж, танкеров и катеров, лесовозов и пассажирских лайнеров. Каждый, кто работает здесь, отлично понимает, от него зависит успех будущей навигации. Применяя передовые методы труда, жатайцы с первых же дней Нового года добились значительного опережения графика ремонта судов.
против такой инициативы – город Якутск. Разве можно сюда, за 1000 километров, навозить из центральных городов страны хорошие мебели? Именно хорошие, современные. Выход был один – вывести из отставания местное объединение «Якутмебель» с 2 его филиалами. Заменить устаревший, не пользовавшийся спросом ассортимент. Особой гордостью якутских мебельщиков является комнатный набор «Нижегородец-3», спальный гарнитур «Заря», набор для отдыха «Коралл». Съезд так сформулировал задачу – создать действительно современное, отвечающее потребностям народа, производство потребительских товаров. Эти 2 человека стояли у истоков высшей школы Якутии. Иван Андреевич Мельников и Авксентий Егорович Мардинов. Первые преподаватели открывшегося 50 лет назад первого института. Позже пединститут был преобразован в университет, который стал одним из крупнейших вузов Сибири. 10 его факультетов готовят специалистов для всех отраслей народного хозяйства. 70% врачей, работающих в республике, выпускники медицинского факультета университета. В хорошо оборудованных учебных кабинетах и лабораториях обучается 8000 студентов. Ведутся крупные исследования по фундаментальным и прикладным направлениям науки. Диапазон работы якутских ученых простирается от космических высот до земных глубин. Геологический факультет – гордость университета. Он не только готовит специалистов-практиков, но и стал настоящей кузницей научных кадров. 3 докторских и 8 кандидатских диссертаций защищены на кафедрах факультета со дня его образования. За большие заслуги и в связи с 50-летием Якутский университет награжден орденом Дружбы народов. Высоких наград удостоена большая группа преподавателей и ученых. И особый почет ветеранам науки. С трибуны 27-го съезда КПСС товарищ Прокопьев, первый секретарь Якутского обкома партии, сказал, что средства, выделяемые Госпланом СССР на строительство утвержденной директивами съезда магистрали, явно недостаточно. И главбамстрой пока только делает вид, что перебрасывает сюда свои ударные силы. А по существу удерживает их на БАМе для устранения своих же недоделок. Условия, конечно, еще не подходящие. Жилье в основном. Особенно вот приезжают молодые, создают свои семьи. Им же где-то семьей надо жить. Жильем плохо. Мнение бригадира, депутата Верховного Совета Якутской АССР Алексея Иванченко. Всем, по-моему, понятно, что если человек будет жить плохо, с крыши будет вода течь. Значит, на работе будет такое, он может что-то достать где-то, урвать, значит, купить или как-то вот достать где-то, чтобы заклеить или замазать это дело. Потому что какие-то построены уже 10 лет тому назад. И он не ремонтировался. Средств выделения на этот поселок вообще никаких нет, на строительство поселка. Все идет на старом. И, в общем, по-моему, что было на БАМе, все остается и на Яме, и оно еще, по-моему, долго будет такое. Потому что вот этот иждивенческий вот этот вот климат, который был вот такой, а народ все равно построить, куда он денется. Твердо убежден, что председатель исполкома, человек, который избирает непосредственно жителей города Якутска, через своих депутатов, который в своей работе прежде всего опирается на жителей города Якутска, должен работать прежде всего на доверии горожан.
Я этого доверия не получил. И я подаю в отставку. Это шаг не кокетство, не поза, не игра в демократию, не обида. Кто так считает, тот глубоко ошибается. Я хочу что сказать, что нас представляют в народе, как недавно мне сказали митингами, новые дворяне. Это такие железные канцлеры, не имеющие ни души, ни тела. Я далеко не ангел. Думаю, что и многим здесь сидящим причинил немало, так сказать, в общем-то, так сказать, своей активной деятельностью, может, это неумелой деятельностью, что ли, неудобств. Если кто-то думает, что я боюсь трудностей, что это тоже не так. У меня есть честь, достоинство, я думаю, всех у вас есть, так сказать. И когда против тебя голосуют, то иного пути нет. Но все же прошу сегодня сессию решить, кто будет председателем исполкома. Павел Павлович Бородин. Именно ему, мэру Якутска, горожане отказали в доверии. Отставку вызвал острый жилищный кризис и социальная необустроенность города и его жителей. Теперь куда вот это жаловаться, если мы во всех инстанциях уже побывали, вот уже документов собрали, уже Роман Шолохова собрали. Так это еще не все документы, они еще в суде, у адвоката. И сколько можно и куда писать, я не знаю. Во что мы должны верить? Мы уже в советской власти не верим. Какой перестройки может речь идти, если у нас даже никаких сдвигов, даже вот на полмиллиметра нет? Да бюрократизм как был, так и остался. В якутском селе Покровск идут съемки фильма «Срочно, секретно, якутскому Бобчака». Картина воскресит события первых лет советской власти на Крайнем Севере. А выход ее на экраны киностудия «Мосфильм» приурочит к 350-летию вхождения Якутии в состав России. В массовых сценах фильма в ролях красногвардейцев снимаются местные оленеводы. Белогвардейского полковника Карнаухова играет популярный актер Петр Вильяминов. Молодой режиссер Владимир Косарев привлек к съемкам в новом фильме и ведущих актеров Якутского театра. Приветствуем вас на Тактинской земле, где родился Платон Алексеевич Аюнский. По якутскому обычаю разрешил гостить замечательным якутским напитком кумыс. Вокруг льется кровь. Это большое зло вот этого периода. Вам благодарен за референдум. Как Якутия, ни одна, как Республика Саха, ни одна республика не попала. Mongolia президенті Ачирбатын ретінен күйінче 993 жыл Мусустар сүйдбәк күнлерігер Саха Республикатын президенті Михаил Ефимович Николаев бағлықта Саха Республикатын официальный делегацията Монголияға өлдіттаты. Улан Батыр көрет кейін айыры көрдігер делегацияны көрістілер. Монголия президентінде халықтатын
улуу государственный куралын тас сехеннехенерге министерствотен официальный жона Ванна Российская Федерация Монголияга полумочелак посола Сергей Разов. Президент Николаев сылаас истин көрсүхиһин мактанна өрүттер бейлергер сыһыннаах үгүс боппурастары ире кота кепсеттилер. Биһиги делегациябыт составыгар бааллар министрдар Артамонов, Балдуев, Республика Үрдүхи Советин председателен бастакы солбиятчы Власов, Республика правительствотын председателен солбиятчы Борисов тандатыттар. Постоянное взаимодействие между человеком и окружающей средой подразумевает беспрерывное изменение их обоих. Рене Дюбо. Своеобразная визитная карточка ландшафта Центральной Якутии – наледи. Наледи формируются в зимний период постоянно действующими источниками подземных вод. Исследования в полевых условиях позволяют мерзлотоведам получать и накапливать данные для комплексной программы изучения криолита зоны. В старинном мастерстве вышивальщиц. Вот где, наверное, кроются истоки сегодняшней якутской графики. Эти истоки в мастерстве резчиков по дереву и кости. В гравировке, украшавшей изделия из бересты и металла. В узорах на сбруе коней. Самобытность молодой якутской графики в неразрывном ее родстве со всеми проявлениями народного искусства. В 18 лет, в 1941 году, после окончания педагогического фака, 3 августа, вот, когда первый эшелон 18-летних и 19-летних юношей города Якутска призвали в армию, я и попал в эту группу. И вот мы попали сразу на передовую, знаменитую 31-ю гвардейскую стрелковую дивизию 11-й гвардейской армии. И я попал в первую роту, первый батальон 95-го полка этой дивизии. То есть первая рота и первый батальон – это штурмовые части любой дивизии. То есть они идут только вперед, даже не берут в плен будут брать те, что будут за вами идти. И вот такой в первый батальон я попал.
Алексеев.